Что-то было в ней особенное, то, что отличало ее от других учителей. Поддерживает и морально, и физически, все время находится рядом. А еще у нее неисчерпаемый интерес к своему предмету, огромное желание передать знания и делиться опытом. Благодаря году педагога и наставника всероссийской акции «Учить, вдохновлять, развивать» каждый может выразить слова благодарности своему учителю. Уже который год на свой урок Роза Добриева приходит с тем же неиссякаемым энтузиазмом. Все потому, что профессию выбирала сердцем. В 1994 году после окончания педагогического вуза Роза Добриева пришла работать в 7-ю школу Назрани. И вот уже почти 30 лет она преподает здесь географию и ОБЖ. Первая работа стала для нее делом всей жизни. Роза Добриева и преподает, и является завучем по воспитательной работе и классным руководителем. В детях она старается воспитать в первую очередь личность и показывать все прекрасное своим примером. У нас дети в начале урока несут бумагу, кто отсутствует в классе. Маленький пример. Один бывает красивую бумажку несет, которую он дома заготовку сделал, и маленькие стикеры, а другой бывает оторвал кусочек и понес. А я всегда говорю, вот ты несешь эту бумагу, она отходит от тебя, исходит от тебя. Ты несешь, ложишь заучу на стол. Пускай эта бумага, которую ты понес, будет красивая, аккуратно вырезана, написано, сегодня, 23 числа, в 7 Б-классе не было такого ученика. Пускай на то, что от тебя отходит, было, чтобы красиво. И то же самое я стараюсь делать в своей работе. География – интересный и довольно сложный предмет. Роза Добриева пытается своей индивидуальной методикой привить детям любовь к окружающему миру. Каждое занятие дети забирают что-то полезное. Есть ребенок, который, знаете, вроде бы не слушал, не смотрел, не хотел, а потом что-то ему такое интересное, ты ему говоришь, а вот давай мы с тобой об этом поговорим. И он уже начинает раскрываться понемножку. Это, конечно, обязательно, потому что дети, они, может быть, не так активны на уроке, а когда дашь какое-то индивидуальное задание, они его делают четко, от и до. И даже сам удивляешься. А вот этого, допустим, ты не знал, почему это озеро было фиолетово. А этот ребенок, он узнал, почему это озеро было фиолетово, и он тебе об этом говорит. Как и любому педагогу, вначале было сложно, и здесь на помощь пришла наставница, которой Роза Добриева благодарна. Здесь работала тогда Чемурзиева Люба Магомедовна. Она всегда говорила, вот это надо делать так. Я не могу сказать, что она меня там за руку водила, но я смотрела, что делает она, и я уже делала то же самое. Я уже видела, как она относится к детям, как она с ними разговаривает, как она, допустим, тетрадь проверила, как она эту тетрадку отдает ребенку. Не так положила, а красиво, аккуратно, нежно, спокойно. Это был на самом деле педагог с большой буквы. Коллеги и ученики в Розе Добриевой в первую очередь уважают желание всегда учиться новому и никогда не уставать развиваться и находить каждому ребенку подход. Не было случая, если она занимается какими-то конкурсами, какими-то проектами, чтобы они проходили без наград. То есть с тех пор, как она появилась в нашей школе, то школа наша стала побеждать. Человек, она очень замечательная, внимательная, помогает детям, мотивирует их, умеет их правильно настроить, иначе бы места бы они не получали. С самого начала в детстве нравилась география, а с появлением Розы Кемальстановны мне она теперь нравится еще больше. Вместе с географией я полюбил еще и саму учительницу Розу Кемальстановну. География, я считаю, предмет не из легких, потому что точные науки обычно легче даются детям. А тут ты вдумываешься в предмет, и когда она рассказывает, то ты тоже погружаешься туда же, в ее рассказ, и очень хорошо запоминается информация. Она интересно рассказывает. Конечно, приводит примеры, и не только. Роза Добриева свободное от урока время старается проводить с детьми за обсуждением важных тем о жизни, о будущем, о природе. Вместе они всегда найдут общие темы для беседы. Все потому, что учитель – это в первую очередь отличный собеседник. Рина Сычуева, Хамзат Халухоев, Новости 24.